Всем привет! Сегодня мы узнаем, как сделать электрику в деревянном доме, а конкретно в доме из бруса. Вот Дмитрий электрик, Константин, пойдемте со мной. Всем приветствую! Вот мы зашли в дом и видим уже... Зашли в дом, у нас первоочередное, дом у нас обесточен полностью весь, кроме неотключаемых линий. То есть, приходя в дом, мы включаем, у нас появляется свет и электричество во всех розетках. Мастер-клавиша. То есть удобная одна вещь, кнопка, которая особенно для деревянного дома. отключает все электричество, которое... Безопасность. Да. Это безопасно. А что остается у нас? Остается газовый котел, Видеонаблюдение, Wi-Fi, холодильник. По-моему. И у нас еще въездная зона, это гараж. Это чтобы когда человек приехал, он мог открыть ворота, и у нас подсветка загорается еще. Остальное все вырубается, чтобы по дому не бегать, не проверять, выключили утюг или не выключили. Вот это важно. То есть нажали одну кнопку и все. Да. Нет электричества ни у кого и нигде. Пойдемте дальше посмотрим. Так, а вот это интересно. Вы какие провода применяете? Здесь у нас получается, это у нас освещение, идет свет санузла и вытяжка. Идет кабель ВВГ НГЛС, он низкого задымления как бы у него идет, да, и он не горючий. Понял. И вот такая система защиты в гофре. гофре. У нас гофра, она при, допустим, если даже загорелась, она сужается и самозатухается. Если дом усаживается? А он 2 года уже отстоял. Я понял. Даже если он усаживается, она как бы, Играет. Играет нормально все, без проблем вообще. Все прекрасно. Везде у нас идут гильзы. О, классно, вот это хотел показать. Посмотри, пожалуйста. Видишь? Проводка идет, и везде металлические гильзы с каждой стороны. Шикарно, вот это нравится. Это классно. Сделано все четко, красиво, ровно. Вот есть элемент эстетики. Вот посмотри, как идут провода четко, да? Вот глянь. Так, что мне интересно, это что за такая черная? Это у нас вводная часть. Металл в рукаве идет. Вводная часть. На щит. Вот я вижу. И он... В металлическую коробку ходит. То есть это тоже все покупали? Это все покупали. Все, и заходит у нас в щит. И щиток. Ильич, подойди, пожалуйста. Щит у нас не маленький. Блин, я такой впервые Для вижу. такого дома. Какой-то промышленный, да? Открываем. Вау. Рассказывай. Нет, тут смотри, тут все подписано, тут шикарно. Это мы еще поменяем, то есть тут пока вот. Бум, нет электричества. Противопожарное УЗО. Шикарно. Это оно на 300 миллиампер, то есть не от поражения электрическим током. От поражения электрическим током у нас на каждую фазу идет, 30 миллиампер у них идет. Так. Как понять от поражения электрическим током? Розетку руки засунули, чтобы вас током не убило. Да ладно. Оно убивает, да. Ух ты, нравится. А что еще есть интересного? Противопожарное УЗО, это вот как раз оно рассчитано на то, что если где-то изоляция покоцалась, там мыши, не мыши, там как бы, вот эти вот моменты, оно выключает полностью весь дом. Нормально. Вот это что такое? Реле напряжения. Почему это 3 штуки? если, допустим, какой-то, грубо говоря, пьяный электрик, где-то у нас на столбе забыл подключить 0, он отвалился, грубо говоря, сюда приходит 380 вольт. И у нас начинает гореть техника. А вот эта вещь как раз оно обестачивает, чтобы дальше не пошло вот это. Спасет световую технику. А почему их 3 штуки-то? А что, одной мало надо? Кнопки покажи еще, информационные. Что за кнопки информационные? Это потом там сами подрегулируют. Вот эти кнопки. Это сейчас приходит, это, максимальный приходящий ток был, 243. Да. 183, 243, то есть 3 фазы получается. То есть на каждую фазу АБЦ ставится своя. Я понял. И вот здесь можно посмотреть. Регулировать можно. Регулировать плюсики, минусики, да. Вот это просто расскажи. То есть вот у нас момент 265, если пойдет выше, он отключится. Если ниже, допустим, 189, ниже упадет, тоже отключится. Я понял, вы диапазон ставите. Диапазон, да. Классно. Соответственно, у нас неотключаемая линия, отдельно идет группа. Она защищена. Это также. как раз вот эти вот она как раз все вот этим защищена, да, а вот это у нас все обестачивает контактор. Слушай, а что здесь так много всего-то? Обычно вот столько, да? Обычно вот столько и все. И в квартирах, и в домах. И реально вот столько. А вот это вот зачем так много-то? Расчет мощности идет. На каждый проводник идет, соответственно, автоматика. Дома стандарт. Нет. Дом обычно. Потом у нас как бы неотключаемые линии, они тоже у нас отдельно идет. Газ отдельно идет, скважина отдельно идет. Вот эта вот часть, когда подъемные ворота идут и подсветка вот как раз по бокам у нас включается, тоже отдельно. Что вы философией тут занимаетесь, честно говоря? Нет, у нас все правильно сделано. Блин. Все как должно быть. Смотри, как все аккуратно. Крепко.
Не, по-моему, заморачиваетесь, нет? Нет, Что это кросс-модуля, здесь у нас как раз идет распределение нулей, это вот, который вот, эта группа, эта группа, эта группа, да, распределение фаз, ну, распределение заземления, то есть, ну, Я к чему все еще? как надо. Я говорю, если я звоню по объявлению «Здравствуйте», электрикам звоню, Да, условно, да. вам, не вам, всем. Говорю, здравствуйте, мне надо в дом 8 на 8 сделать электрику. Ему какой-нибудь Вася, алкаш, говорит, я тебе сейчас сделаю за 100 тысяч, а у меня сейчас 2 провода, и вот столько работы, да, устанавливают. А вы вон тут заморачиваетесь. Это, блин, это вот на стадии, как мне Смотрите, какая как ситуация. договариваться? До нас тут были электрики, тоже приходили, тут считали, туда-сюда, то есть человека мы этого знаем, который вот этот дом, да, к нам позвонили, ну, конкретно к нему. Вот, расскажи, как там это был диалог с заказчиком. Мне дали смету, которую дали те электрики. И эта смета меня уже вела в ступор, потому что в этой смете были материалы, ну, которые как бы, ну, видно, как бы, что не подходят к этому дому. Нужно другое все. Например. Ну, надо смету посмотреть. Не было противопожарного Да. УЗО, не было реле. Противопожарного УЗО не было. Реле было, но оно было одно общее. У нас был случай, мы ставили одно общее реле напряжение. То есть На 3 фазы идет. У То нас есть идет раздельно производительность. АБЦ, да? А есть силиковый, он стоит дешевле. И в него вставляется также 3 фазы 0. Просто прикол в чем? Если где-то бывает так, что какая-то фаза перегружена, и где-то вот там на подстанции они меняют местами фазы, как бы чтобы разгрузить нагрузку. Так. И вот это одно общее реле, которое идет, вот, оно уходит в ошибку. И у человека здесь все обесточено. Оно отключается. И человек тебе звонит, говорит, приедьте, говорит, у меня пропало почему-то электричество. А где-то там на подстанции они просто поменяли местами фазы. Из-за этого мы стали ставить раздельные, потому что здесь меняй не меняй, у каждой своя фаза идет. И уже таких проблем нету, что в аварию уходит. Блин, это все замечательно. Я просто с точки зрения заказчика, как мне, на стадии, на старте подобрать электриков, и как понимаю, что один мне предложит одно, вторые придут с пониманием, предложат вот такую работу, чтобы мне потом не прогадать. Сарафанное радио, у человека должен быть какое-то свое портфолио. Не, понимание должно быть у заказчика. У Какое нафиг понимание в этом, у него да? не будет понимания в этом никак. Это если он только пересмотрит в Ютубе чего-то там, Нет, да, есть такие всего заказчики. всего да. там не Да, учесть. да, да. Но как бы в основном это сарафанка идет и как бы Да и не по сарафану тоже разные люди и бывают. портфолио, чтобы оно было. Я к тому, что вы видели работу, как люди работают? Просто подобрать профессионального специалиста, электрика, домостроителя, специалиста по отоплению, водоснабжению, канализации. Блин, это непростая работа. Если вы находите этих людей, считайте, что дело уже сделано. Ну, видите, как люди работают. Космос. Просто космическая Стараемся работа. делать Я такого не видел. Покажи еще что-нибудь. То есть смотрите, вот электрики, которые были до нас, у них по идее предполагался вот такой щит. Вот щиток стандартный, да? Ну, вижу, понимаю. Все? Это все? Да. Ну. Нет, если бы мне так же сделали, я бы сказал, о, молодцы, замечательно. Разница, да? Космическая. Просто разница космическая. Так, пойдемте я вам еще одну вещь покажу. Давай. Это у нас кабинет. Вот тут люди отопление прокладывают. Тоже потом можем, если что, объяснить, показать. Вот этот коридор у нас включается с 3 мест. Ага. Отсюда? Ну такой проходной, да? Да, да, да. Первая, наверное, там вот включили, здесь выключили. Первая здесь, вторая Ну, здесь. В районе гаража тоже можно выключить. Здесь у нас предполагается видеодомофон. А почему так далеко? Оно удобное место расположения, потому что рядом находится кабинет, кухня, зал. Тут шкаф. Тут шкаф будет находиться. Всё понял. Оптимальное место. Все, тогда понял. Если будут на входе, там, возможно, будет услышно звонка. Здесь у нас кабинет. Здесь вот у нас куча всего. Так, сюда интернет, Почему да, так наверное, много? завели? Здесь у нас будет находиться Стол. видеонаблюдение, да, Тут и интернет. Вот в этом месте. вижу. Да. Блин, круто. Замечательно. Также у нас везде тут 4 видеокамеры по кругу будут стоять. ТВ-зону мы тоже выкинули уже на улицу, тут тарелку осталось поставить. И у нас получается уже все. Вон оно, видите?
Это у нас одна трубка идет под откатные ворота питания, и вторая трубка у нас заложена как раз под видеодомофон. Понял. Вы все подписываете, Всё правильно? подписано, Чтобы всё я правильно. потом Всё- не думал, Да, да, что да. это за провод. Так, Везде все замечательно. подписано. Круто. Здесь у нас также вот подъем идет лестницы, вот так вот он будет подниматься. Здесь у нас включили, Там выключил. там выключили, и у нас еще предусмотрено сразу 220 вольт. Это на всякий случай, мало ли что, подсветка ступеней. Мы сразу все это продумываем. О, как интересно. Окей, по второму этажу есть что-то интересное? Ну, в принципе, то же самое. Если хотите, можно посмотреть. Если то же самое, то не надо. Давай вскроем одну коробку. Получится у У нас? нас, наверное, ничего не получится. Ничего не получится? Да, у нас лестница тоже. Ну, мы даже если коробку вскроем, У нас там идет там термоусадка, то есть мы жилу Клеевая. жилу мы не видим. клеевая Димыч, туда залезь, термосадка. я чтоб не это. Получится посмотреть? Давай, иду. Не развалил. Хотя бы так зрительно оценить. И тоже подписано свет, коридор. Ну-ка, а здесь розетки, коридор. Везде подписано коробки. И там, вот посмотри, пожалуйста, розетки, домофон плюс Wi-Fi. Видишь, да, тоже все подписано. Замечательно. Гляну. Дай гляну. Термоусадка клеевая. Да, термоусадка есть. И все концы опаяны внутри. Ну, нормально. Ну, давайте, профессиональные электрики, кто разбирается, скажите мне пару слов, как сделано. Хорошо, плохо? Кто что скажет? Ну, замечательно. То есть, я как понял, берется сосуд, провода окунаются, и они спаиваются. То есть, единая такая цепь образуется по всему дому. И плюс еще концевики, термоусадку, Опаивается, опайка. термоусадка клеевая должна быть. Да. На данный дом у нас сколько провода ушло? Сейчас скажу. Сейчас скажу. 400. Ну все правильно. Я заказывал, получается, 400 метров. Потом я еще довозил 150. Это 550. И с тобой мы еще брали. Еще где-то 100 700. примерно. Тут километр, наверное, 200, скорее всего. Километр 200 проводов. Примерно. Все материалы берете на себя, правильно? Сами закупайте. Я как У нас- заказчик у не нас- бегаю, не решаю Нет, нет, вопрос. нет, нет. Это вообще проблема вас не должна касаться, как заказчика. Мы вам только предоставляем, грубо говоря, счет. Вы посмотрели? Так как занимаетесь давно, скидки есть на это все? На счастье? Конечно. Да, да. Ну что? У нас даже есть такая Ну. тема, что если заказ где-то найдет дешевле, он может нам дать счет, мы отдадим своему человеку в магазине. Он сделает. Он сделал. Окей, все принял. Так что, дорогие друзья, господа, потенциальные наши заказчики, потенциальные вообще клиенты, люди, которые ищут услуги электрика, обращайтесь. Компания «Центр домостроения» вам в этом поможет. Телефон 48 47 48. Звоните. Все, всем пока. Всем пока.